В Венгрии с 10 ноября закрываются университеты и школы. Кроме начальных и детских садов прекращают работу рестораны, театры и фитнес-центры. На семейные праздники разрешено собираться до 10 человек, на похороны до 50. Также вводится комендантский час с 8 вечера до 5 часов утра. Тем временем локдаун во Франции, который действует уже 10 дней, дает результаты. Там число новых случаев заражения резко снизилось по сравнению с субботой. Тогда фиксировали около 87 тысяч, сейчас более 20 тысяч. Однако людей с тяжелыми последствиями заражения COVID-19 становится больше. В результате растет количество госпитализаций. Число инфицированных коронавирусом в США за сутки увеличилось на 104 тысячи и достигло 10 миллионов 100 тысяч человек. 464 скончались, и общее число летальных исходов к этому времени составляет 238 тысяч. Демократ Джо Байден, который, согласно прогнозам СМИ, победил на президентских выборах в Соединенных Штатах, заявил о намерении восстановить мировое лидерство США в борьбе с пандемией. По его словам, пока количество заболевших в стране увеличивается, и Соединенные Штаты могут потерять еще 200 тысяч жизней в предстоящие месяцы, прежде чем будет широко доступна вакцина. Индия продолжает оставаться на втором месте в мире по числу инфицированных. В стране уже выявлено более 8,5 миллионов зараженных COVID-19. Это составляет более 16,5% от общего количества зараженных. В Индии погибло уже 126 864 человека. Летальность составляет 1,48%. За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии выросло на 10 917 и достигло 5 миллионов 675 тысяч 32. Общее число летальных исходов в Бразилии составило 162 628. С момента начала пандемии в стране выздоровели 5 миллионов 64 тысячи 344 пациента с коронавирусом. Число инфицированных в Италии приближается к миллиону. Через неделю, если не изменится коронавирусная тенденция, в Италии удвоится число госпитализаций и число пациентов в палатах интенсивной терапии, заявил глава Национального союза анестезиологов Алессандро Вергалло. Сейчас в стране занято 49% мест в палатах интенсивной терапии, при том, что критическим считается показатель в 40%, добавил он. В Германии также растут показатели новых заражений. Третий день подряд суточный прирост инфицированных превышает 4000 человек. За последние 24 часа в стране выявлен 4721 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии случаев возросло до 319 381. Число летальных исходов до 9404. Прием мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19. Об этом сообщает Medical Express со ссылкой на исследования американских ученых. Выводы специалистов основываются на данных пациентов Кливлендской клиники. Выяснилось, что прием гормона на 30% увеличивал шансы на выздоровление после поправки на возраст, расу, вредные привычки и различные сопутствующие заболевания. Примечательно, что среди афроамериканцев этот показатель увеличивался с 30 до 52% с поправкой на те же переменные. Ученые отметили, что для научного подтверждения пользы мелатонина потребуются масштабные исследования. Юлия Ценко, Бакыт Каязов, ЛТР Бишкек.